Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как пандемия повлияла на финансовую систему страны? Способно ли население выплачивать кредиты? И есть ли будущее у криптовалюты? Об этом в неделю финансовой грамотности, проводимой по всей стране, мы поговорим сегодня с министром финансов республики Валерием Жандоровым. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. В России объявлена всероссийская акция «Неделя финансовой грамотности в учебных заведениях». Как проходит эта акция у нас в республике? Да, в рамках этой всероссийской акции «Неделя финансовой грамотности в учебных заведениях», которая проводится в рамках государственного профессионального праздника Дня финансиста, с 7 сентября по 11 сентября проводятся лекции нашими волонтерами. Цель программы – формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, способствующих в конечном счете благосостоянию и безопасности наших граждан. В рамках данной программы сотрудники финансовых организаций выступают с лекциями перед аудиторией, но в нынешних условиях ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией наши сотрудники и сотрудники банковских структур, педагоги, преподаватели общеобразовательных школ проводят свои лекции на каналах НВК «Саха», Якутия-24 и на радиовещании «Тетим» ежедневно. Это представители Алмаз-Эргенбанка, Россельхозбанка, Почта банка и преподаватели общеобразовательных школ. И, конечно же, все лекции направлены на повышение уровня финансовой грамотности нашего населения. По данным Дальневосточного федерального управления Центрального банка, с 2017 года у нас в стране заемщиками выступает 42 миллиона человек. И, безусловно, финансовую грамотность необходимо внедрять. Почему в учебных заведениях? Потому что мы считаем, что именно в школах, в средних учебных заведениях и в вузах необходимо прививать знания, навыки и умения, а также установки в управлении личными финансами. Ну вот ваше профессиональное мнение, насколько на сегодня население страны и нашей республики в частности финансово грамотно, и какие меры необходимо предпринимать, чтобы ее повысить, с чего начинать, и можно ли дать характеристику финансовой грамотности по различным категориям населения, где-то ситуация получше, где-то совсем беда. И как вы считаете, с какого возраста нужно заниматься данным вопросом? Да, очень актуальный вопрос. С 2018 года Национальное агентство финансовой информации при Минфине России начали проводить исследования финансовой грамотности в субъектах Российской Федерации. При этом они использовали международную методологию оценки финансовой грамотности, так называемый индекс. И вот по этому индексу финансовой грамотности, кстати говоря, Россия занимает 9-е место среди стран так называемой двадцатки. Наибольшее значение финансовой грамотности методологи фиксируют по опросу граждан. Это во Франции, где у них составляет порядка 14,9 балла, максимальный балл это 21 балл. Россия занимает 9-е место, впереди такие как Франция, Канада, Великобритания, Турция. Самые низкие рейтинги наблюдаются среди двадцатки G, это в Италии и Саудовской Аравии. То есть в целом по оценке российской методологии Россия находится на 9-м месте. Были интересные исследования по субъектам Российской Федерации, где шли опросы населения. Сам индекс финансовой грамотности состоит из 3 компонентов. Первый – это знания. То есть знания в области финансов, насколько можно распознать влияние уровня инфляции, как можно рассчитать проценты по вкладам, по кредитам. Это вот область знаний, они оцениваются отдельно. Второй индекс – это навыки, то есть умение обращаться с финансовыми инструментами, платежными системами
И третий индекс, который измерялся, это установки. Насколько установки граждан направлены на сбережение, использование денег, сохранение и так далее. Так вот, вот этот индекс финансовой грамотности, он делится на 5 позиций. А, Б, С, Д, Е. У Республики Саха-Якутия интегральный индекс составил Д, то есть предпоследнюю позицию. Из чего он состоял? Первый индекс знания у нас на самом деле один из самых низких по этому показателю. А, Б, С, Д, Е. То есть граждане не совсем правильно ответили на буквально 2 вопроса. Если вы положили 100 рублей по 2% годовых, сколько вы получите через год, сколько вы получите дохода через 5 лет. К сожалению, здесь уровень ответов был ниже, чем среднероссийский, где-то только 28% правильно ответили. Зато второй показатель – навыки, то есть на ответ, чем чаще вы расплачиваетесь, наличными или безналичными средствами. В Республике Саха-Якутия граждане ответили это почти 48%, а среднероссийский составляет где-то 30% всего. И при этом здесь мы заняли самую высокую позицию индекса А. Третий навыки, он составляет среднюю позицию Б. И таким образом, кстати говоря, наиболее выше среднероссийского уровня у граждан Республики Саха-Якутия это навыки работы с платежными системами, безналичными расчетами по картам и работа через интернет, мобильный банк. Это оказалось в целом достаточно существенно выше, чем средний показатель по Российской Федерации. Исходя из этого, именно индекс знания у нас оказался одним из низких. И вот здесь мы концентрируем как раз-таки усилия на повышении финансовой грамотности именно в области знаний, чтобы люди могли понимать влияние инфляции, насколько деньги обесцениваются, как рассчитать правильно вклады, как рассчитать правильно проценты. Поскольку с навыками у наших граждан все очень хорошо, наши активно пользуются, умеют, но вот знания нужно добавить для того, чтобы выйти еще на один высокий уровень финансовой грамотности. Исследования показали, что вы говорили об особенностях возрастных и так далее. Исследования показали, что наиболее финансово грамотные, конечно же, в диапазоне от 30 до 45 лет граждане. Конечно, это граждане с высшим образованием, высококвалифицированные специалисты. Также было отмечено, что в целом у женщин финансовая грамотность выше после 30 лет. И после 40 лет, когда у мужчин она снижается, у женщин она остается очень высокая финансовая грамотность, что, скорее всего, объясняется, что женщина больше управляет финансами домохозяйства, выстраивает механизмы финансирования своих иждивенцев детей, и в этом смысле финансовая грамотность у женщин после этого возраста выше. А в целом также влияет, в браке состоит человек или не в браке. Как показали исследования, человек, состоящий в браке, финансовая грамотность у него выше, и также выше финансовая грамотность у тех, у кого в семьях есть 1-2 ребенка. То есть среднестатистический портрет достаточно высокой финансовой грамотностью. Это люди от 30 до 45 лет, с высшим образованием, высококвалифицированные специалисты, состоящие в браке, имеющие детей, до 2 детей. Это вот краткие исследования, которые были проведены Национальным агентством финансовой информации. И, конечно же, больше всего нам нужно уделить внимание повышению финансовой грамотности, как вы обратили внимание, на молодой возраст. Есть программы уже и в дошкольных образовательных организациях, в детских садах есть программы, есть в школах, в вузах. Именно там закладываются основы управления своими личными финансами. Знания в области финансов, грамотное распознавание рисков и построение, собственно, роста доходов в будущем. Ну вот на этом фоне главой республики было объявлено о создании в Якутии регионального центра компетенций по финансовой грамотности. На какой стадии находится это решение, какие функции предусматривает этот центр и какие проекты ведет именно Министерство финансов республики по финансовой грамотности населения? Да, абсолютно важно было создать единый координационный совет, и мы сейчас уже создали нормативный акт, и уже в ближайшее время будет создан координационный совет по повышению финансовой грамотности.
который возглавит председатель правительства. Сопредседателем выступят управляющие отделения Центрального банка по Республике Саха-Якутия, Национального банка Республики Саха-Якутия и министр финансов. В Совет войдет большой круг как Министерства финансов, так и финансовых организаций и общественных организаций, которые скоординируют деятельность всех, кто участвует в повышении финансовой грамотности. А это и пенсионный фонд, и федеральная налоговая служба, и учреждение социального обслуживания, и Роспотребнадзор. То есть в той или иной мере все несут такие знания. И, конечно, нужно было это скоординировать. Ну вот буквально накануне, 8 сентября, в онлайн-формате состоялась стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки. Есть ли жизнь после пандемии?». Участники форума обсудили возвращение страны к экономическому росту в посткоронавирусный период. И наш вопрос вам, как эксперту. Какое влияние пандемия оказала на экономику, финансовую систему и бизнес? Какие модели преодоления последствий коронавирусной инфекции предусматривает наше государство, чтобы выйти из кризисной ситуации? Да, в режиме онлайн была проведена данный форум, он 5-й по счету. В нем приняли участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, мэр города Москвы Собянин и руководитель внешторгбанка ВТБ Леонид Костин. Дискуссия была достаточно очень интересная. Все сошлись в мнении, и, кстати говоря, показывают прогнозы, что по итогам 2020 года у нас будут наблюдаться темпы снижения валового регионального продукта на 4%. И на самом деле это умеренный процент снижения по сравнению с другими странами, даже с развитой экономикой, где снижение это будет гораздо больше. И все признали, что это следствие того, что были приняты адекватные меры в период распространения острой фазы пандемии. При этом руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что устойчивость российской банковской системы показала себя достаточно устойчивой. В период вот этого вызова все признали, что данный вызов никто не ожидал, никто ни в одной стране, и каждый, конечно, подошел по-своему. Но при этом признали, что уже сейчас, в сентябре, Центральный банк отмечает, что инфляция у нас не развилась, она останется на уровне не более 4%, что отражает устойчивость финансовой и экономической системы. Да, экономика снизила свои темпы, как я говорю, уже в прогнозе на 4%, и, безусловно, это скажется в ближайшее время. Но сама устойчивая система, она доказала свою дееспособность. Мэр Москвы Собянин, как руководитель, как вы знаете, оперативного штаба в целом по выработке мер власти по преодолению, отметил, что даже в городе Москва, одном из крупнейших, даже в период ограничений, тем не менее, почти, по его словам, 80% горожан находились в трудовой деятельности. Даже при таких ограничениях, то есть кто очно работал, кто-то дистанционно, что, возможно, и смягчило последствия. Безусловно, есть отрасли, которые наиболее пострадали, но масштабного, как они отметили, падения не случилось. При этом Леонид Костин обратил внимание, как руководитель одного из крупнейших банков страны, о том, что банки готовы даже при снижении, сейчас ключевая ставка снизилась, кредитовать реальный сектор экономики, поддерживать экономику. Те меры, которые были приняты по поддержке отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, они положительно повлияли на стабильность ситуации. И, конечно, сейчас задача стоит выхода экономического роста. Мэр Собянин, безусловно, отметил, что субъекты Российской Федерации испытали снижение доходов в этом году, и в следующем году бюджет будет напряженный. При этом он обратил внимание министра финансов Российской Федерации Антона Германовича, чтобы в следующем году, так же как в 2020 году, были предприняты меры поддержки субъектов Российской Федерации. В этом году правительство Российской Федерации выделило 300 миллиардов рублей на сбалансированность региональных бюджетов, и Собянин предложил поддержать эту практику и в 2021 году, чтобы было меньшее влияние и выхода на экономический рост.
Ну, от глобального к частному. Не секрет, что сейчас довольно остро стоит вопрос о росте потребительских кредитов населения и состоянии их платежеспособности населения. Как в этой плоскости обстоят дела у нас в республике и какие бы вы советы могли дать нашим гражданам? Да, безусловно, кредиты, они заняли определенную, безусловно, позицию в семейных бюджетах, так? И вот по данным нашего Национального банка, это отделение Центрального банка на территории республики, за 7 месяцев 2020 года, 20 на 1 августа, было выдано кредитов на сумму 68 миллиардов рублей. При этом по ипотечным кредитам была выдана достаточно приличная сумма. Это до 21 миллиард рублей. Этому способствовало снижение ипотечных ставок в среднем от 10,5% до 6,5%. Также вы знаете, что с начала этого года стартовали льготные ипотечные кредиты по 2 годовых процента годовых, дальневосточная ипотека, а также для молодых семей при ставке 6,5%. Это, безусловно, вызвало спрос. Он достаточно высоко, 21 миллиард, это почти около 4,5 тысяч семей воспользовались ипотечными кредитами. А в целом, если смотреть, то сейчас у нас задолженность граждан составляет на 1 августа 207 миллиардов рублей. Из них это с ростом почти на 6% к уровню начала года. По ипотечным кредитам это примерно половина, занимает 106 миллиардов рублей. Как мы видим, наши граждане активно пользуются потребительскими ипотечными кредитами. Мой совет о том, чтобы все-таки потребительские кредиты, на потребительские нужно брать как-то аккуратнее, лучше настроиться на те займы, которые существенно увеличивают вашу дальнейшую. В основном, конечно, ипотечные. Это самое существенное решение. И наполнять свою жизнь потребительским кредитом на покупку каких-то предметов и так далее, нужно будет воздержаться, поскольку вторая часть управления финансами это является сбережением. Необходимо какую-то часть обязательно откладывать в качестве сбережения, которая была бы для вас так называемой подушкой безопасности. В последнее время в информационном поле все чаще стала появляться информация о различных криптовалютах. Даже Илон Маск и Павел Дуров заявляли о том, что собираются создавать собственные криптовалюты. Так что же все-таки это за штука такая криптовалюта? Какие общемировые тенденции можно отметить? И на ваш взгляд, есть ли будущее у криптовалют? Да, безусловно, с развитием цифровизации возник такой продукт, как их называют, цифровые деньги. То есть это токены, которые представляют собой некоторую цифровую комбинацию. Да, его стали использовать в качестве платежного средства при обмене, но Центральный банк Российской Федерации, он высказал уже позицию и 2 года назад, и сейчас подтвердил, что он не намерен легализовывать данное платежное средство на территории Российской Федерации. Отмечается, что сам объем этой валюты в мире, он небольшой, очень незначительный. Это 250 миллиардов долларов, приходящих на 20 крупных криптовалют. Но они показывают очень высокую волатильность, что и ставит их в ряд очень рискованных инструментов. А в качестве использования, которое всегда приводится в пример как платежное средство, универсальное и быстрое, на самом деле, если такое платежное средство, как валюта, с огромной волатильностью, изменение курса, он несет в себе огромный риск. А что касается быстрых платежей, то Центральный банк отмечает, что система быстрых платежей, которая сейчас внедрена в Российской Федерации и внедряется, она позволяет очень быстро проводить платежи путем безналичных расчетов с использованием традиционных валют. Поэтому в Российской Федерации данное средство не будет распространено как платежное средство, и отношение к криптовалюте все-таки как некоторому аналогу цифровых денег, но из-за высокой волатильности использования средств, конечно же, он представляет высокий уровень риска. И я считаю, вот отношение мое к ним именно такое. То есть очень маленький объем, он является инструментом для каких-то высоких профессионалов, которые могут
по сути, пытаться извлечь из него доход, но не платеж. Валерий Алексеевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». И гостем сегодня был министр финансов республики Валерий Жандоров. До встречи в эфире.